Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Мошенники убедили жительницу Якутска взять кредит, чтобы вложиться в инвестиции. 22-летняя горожанка рассказала, что ей на телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Звонившая представилась Юлией и предложила заработать на инвестициях. Собеседница убедила потерпевшую зарегистрироваться на специальном сайте. Затем через приложение Skype ей позвонил куратор и обещал проконсультировать по вложениям в прибыльные операции. Узнав, что у девушки нет денег, он убедил ее оформить кредит в банке на максимальную сумму, при этом пообещав, что она его быстро погасит. Потерпевшая выполнила все инструкции, оформила на себя кредит и перечислила на указанный счет двумя платежами более 360 тысяч рублей, ожидая скорейшей прибыли. После того, как деньги были переведены, телефон куратора стал недоступен. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Житель Якутска подозревается в кражах из магазинов. Как сообщает пресс-служба МВД региона, в ходе проверки оперативной информации полицейские установили 31-летнего мужчину. Как выяснилось, злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. На этот раз он выбрал довольно странную цель для кражи – постельное белье. Находясь в помещении магазина, подозреваемый совершил хищение комплекта постельного белья и скрылся. Похищенное при обыске было изъято. В ходе разбирательств выяснилось, что подозреваемый причастен к еще одной краже. Ранее мужчина похитил комплект постельного белья из другого магазина. В его отношении возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 2 лет лишения свободы. Житель Алдана обвиняется в убийстве сына. По информации Следственного комитета, 18 ноября прошлого года во время совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его 28-летним сыном возникла ссора. Мотивом конфликта стали высказывания молодого человека в адрес отца, сопровождаемые нецензурной бранью и нанесением телесных повреждений. В результате обвиняемый взял из кухни нож, вышел в коридор, где находился потерпевший, и ударил сына в грудь. Несмотря на усилия прибывших медработников, от полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Житель Якутска предстанет перед судом за разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщает прокуратура региона. В сентябре прошлого года ранее судимый 27-летний житель Якутска выпивал с малознакомым пенсионером. Воспользовавшись его мобильным телефоном, он узнал о наличии у пожилого мужчины крупной суммы денег на банковской карте и в дальнейшем совершил тайное хищение 8 тысяч рублей с его счета. После этого он вместе с сообщником избил пенсионера. Они отобрали находящееся при нем имущество. В результате потерпевший назвал им пин-коды от банковских карт, с которых также было похищено более 100 тысяч рублей. В последующем от полученных телесных повреждений пенсионер скончался в больнице. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по 3 статьям и сейчас уже направлено в суд. Отмечается, что уголовное преследование в отношении сообщника прекращено в связи с его смертью. Следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда с углем в Челябинской области. По информации Следственного комитета России, 16 марта при движении грузового поезда в составе 2 локомотивов и 66 вагонов, груженных углем, во время движения с рельсов сошли 17 грузовых вагонов. Вследствие схода повреждено железнодорожное полотно, пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов. Проводятся осмотр места происшествия, допросы членов локомотивной бригады и других работников железной дороги. Выемки необходимой документации, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы. Расследование продолжается. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.